Судьбы тех, кто приложил руку к удачной посадке легендарной тушки, сложились по-разному. Кто-то уже на пенсии, а кто-то до сих пор за штурвалом. О том, как вспоминают этот день 10 лет спустя, герой того без преувеличения поразительного события расскажет Евгений Стокас. В истории ижемской тушки, что называется, сошлись все звезды. И в небе, и на земле находились именно те люди, которые должны были там быть. А иначе мы бы сейчас вспоминали совсем другое, намного более драматичное событие. Один из них, Сергей Сотников, тот самый начальник вертолетной площадки, по собственной инициативе очищавший ижемскую взлетку, сейчас ушел на пенсию, нянчиться с внуками. Но тот самый день помнит в мельчайших деталях. Я просто шел на работу, да и все, на машине как раз хотел внучку в школу отвезти. Прихожу, звонят мне. Там один сперва позвонил человек, бывший наш сотрудник аэропорта. Сказал, что какой-то самолет большой летает, ты не в курсе, что там. Посадить такой большой агрегат на необорудованную полосу без Росаэронавигации, ни диспетчера, ни приводов, ни метеоусловия, ничего же ему не дали. На связи с ним никто не был. Оба капитана того рейса, и Андрей Ломанов, и Евгений Новоселов, получили звание Героев России за эту посадку. Именно Ломанов был за штурвалом. Интересно, что после чуда над Ижмой с тушек на другие самолеты он так и не пересел и летает до сих пор. Конечно, не рядовой день. Однозначно не рядовой, потому что ситуация была такая необычная в работе, резонансная, можно сказать. Поэтому, да, в принципе, отмечаю этот день. В основном семью. Потому что у каждого, в принципе, все, кто на пенсию ушел, 2 члена экипажа наших, даже не 2, 3, бортпроводник тоже. Кто на других типах уже летает. А я также остался на Ту-154 работать. Знаете, к иномаркам душа не лежит у меня. Все-таки это свое родное. А вот Евгений Новоселов сейчас командир Боинга. Мы виделись с ним в этом январе. Он прилетал пообщаться со школьниками. Герой старается каждого влюбить в авиацию. Многие не знают, что есть у нас летное училище, что там можно спокойно поступить. Вот об этом интересно рассказывать, и призывать, чтобы молодежь шла и в авиацию, и в том числе и становились пилотами. Удивительно, но через год после такой жесткой посадки железная птица снова взмыла в небо. И поднимал самолет тоже человек непростой, а герой России и летчик-испытатель Рубен Есаян. Сначала до Ухты, а потом на долгожданный ремонт. Похожая ситуация. Мы из Финляндии в 2005 году перегоняли поврежденный самолет Ту-154 после грубого приземления до полосы. И тоже до Самары, до завода пролетели, все нормально. После ремонта ижемская тушка пролетала еще 8 лет. Исправно, без происшествий. Командиром завершающего рейса снова стал Ломанов. Прощаться с легендой ему было нелегко. Душа была неспокойна, честно говоря, что как-то какое-то сожаление было. Но единственное, что все-таки, знаете, что приятный момент, что все-таки останется в памяти людей. Теперь его так и назвали Ижма, этот самолет. И он будет находиться в музее в Новосибирске. А могли просто распилить, расплавить, продать, так сказать, и обрубить все концы. А тут все-таки будет людям напоминать, что мне приятно. Легендарный борт 85-684 окончил свой путь в музее, а чудо над Ижмой даже попало на большие экраны. И поскольку в этой истории были настоящие, а не киногерои, она стала не предостережением, а примером. Евгений Стокас, телеканал Юрган.